Эфир телеканала «Якутия-24» продолжит выпуск новостей. Подведем итоги дня сегодняшнего, четверга, 20 января. В студии Иван Лазаренко и коротко о главных темах. Заболеваемость ковидом ставит новые антирекорды. На Вленске прошли рейды по соблюдению масочного режима. На контроле органов прокуратуры республики находится соблюдение законодательства об ответственном обращении с безнадзорными животными. Десятилетие празднует Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики. В Айхале заработал медиацентр про движение на базе Центра дополнительного образования «Надежда». В поселке Чульман Нерюнгринского района впервые появился боксерский ринг. В начале выпуска об эпидобстановке в республике. На 20 января выявлен 761 новый случай коронавирусной инфекции. Так, в столице региона зафиксировано 570 случаев. Продолжает антирейтинг Мигино-Кангаласский район, в котором 54 заболевших, 31 случай в Алданском районе, 22 в Мирнинском, 19 в Хангаласском, 17 в Нерюнгринском и 11 в Горном. Еще в 10 районах Якутии выявлено от 1 до 10 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки в стационары нашей республики поступило 7 детей. Уважаемые родители детей, как школьного, так и дошкольного возраста, обращаем ваше внимание на необходимость контроля за детьми, которые осуществляют либо находятся на дистанционном обучении. В связи с чем обращаем ваше внимание на то, что при том, что дети в большей степени должны находиться дома под вашим, соответственно, контролем, который вы уже в обычной для вас форме осуществляете. Кроме того, обращаю внимание на то, что у нас продолжается дистанционное образование детей, всех, кроме 9-11 класса, как выпускных. И, соответственно, в режиме повышенной готовности работают детские сады. Сегодня в Ленске сотрудники административной комиссии выехали на очередной рейд по соблюдению масочного режима в общественных местах общепита и магазинах. Как прошел рейд и об его итогах, расскажут наши коллеги. Очередной рейд административной комиссии начался с мест общепита. Первым было проверено кафе «Золотая рыбка». Оно находится в центре города, и тут всегда многолюдно. Здесь председатель комиссии обратил внимание на наличие масок у работников кафе, проверила наличие всех необходимых документов и средств защиты. Все оказалось в порядке. После кафе комиссия посетила магазин ДНС. Здесь тоже обошлось без замечаний. Проверяем рабочие места на обеспечение санитарными нормами. Да, все есть. Антисептики у вас есть. Так, что нам покажете еще? Как работает у вас на кассе, где обслуживают людей? Следующей точкой проверки стал продуктовый магазин. Напомним, что административная комиссия вправе проверять на наличие масок только обслуживающий персонал. Проверяли продавцов на наличие масок, перчаток, средств индивидуальной защиты, разметки социальной дистанции. В магазине все в соответствии нормы. Ведутся журналы температурометрии, ведется обработка. Продавцы магазина оказались в масках. Это порадовало. А вот покупатели расслабились. Многие перестали их носить. Расслабились. Вот после Нового года решили, что как бы все отступило. И пополам. Раньше, ближе к Новому году, почти все в масках ходили. Даже молодежь, кстати, без этих. А сейчас расслабились через одного. Рейды будут продолжаться и дальше. В следующий выезд к сотрудникам административной комиссии присоединятся и сотрудники полиции, которые проверят на наличие масок уже покупателей. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности Алмаз-Эргиен-банка по итогам 2021 года и планы на 2022 рассмотрел глава Якутии Найсен Николаев. Глава отметил, что банк активно участвует в ряде республиканских программ и в реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, приоритетных национальных проектов «Жилье и городская среда», безопасные качественные автомобильные дороги. Также обеспечивает развитие социальной инфраструктуры. В настоящее время с участием Алмаз-Эргиен-банка в республике ведется строительство 3 детских садов. На днях введен детский сад на 240 мест в Алекминске. Кроме того, банк участвует в строительстве психоневрологического диспансера на 200 мест в Алекминске, поликлиники в селе Тыккёль Таттинского улуса, школы на 220 мест в селе Батагай-Алыта Вено-Батантайского улуса.
Космонавты Роскосмоса Антон Шкапляров и Петр Дубров с борта Международной космической станции призвали граждан не поддаваться на уловки преступников. В частности, с целью своевременного доведения информации до граждан в мессенджере Telegram создана группа «Мы вместе». Космонавты призвали граждан России соблюдать элементарные правила: не сообщать данные своей карты, не переходить по случайным ссылкам и предупреждать о возможных уловках мошенников своих родных и близких. Чтобы не потерять свои деньги, достаточно соблюдать простые правила. Не поддавайтесь на попытки запугать вас по телефону тем, что ваш родственник якобы попал в беду, что с вашей карты кто-то снимает деньги, пытаются оформить на вас кредит или совершить другую финансовую операцию. В таких случаях прервите разговор и перезвоните своим близким либо в банк по номеру на вашей карте или номеру, который указан в договоре на обслуживание. Если же кто-то в телефонном разговоре или в интернете требует назвать данные вашей карты, секретный код или же пароли, приходящие в СМС, знайте, что с такими просьбами могут обращаться только преступники. На контроле органов прокуратуры республики находится соблюдение законодательства об ответственном обращении с безнадзорными животными. В рамках этой работы органы прокуратуры на системной основе проверяют региональные пункты передержки собак. Так, сегодня очередная проверка прошла в столичном пункте передержки собак на улице Чеченко. Подробности в материале Ульяны Шагиной. Прокурорами выявлено 350 нарушений закона. Принято свыше 220 актов реагирования. Нарушения самые разные. Они касаются как отсутствия контроля за переданными полномочиями, отсутствия профилактической работы с гражданами, так и ненадлежащего отлова собак. Проведенной проверкой прокуратуры республики в департаменте ветеринарии выявлены факты отсутствия должного контроля за исполнением муниципалитетами переданных полномочий, выразившихся в отсутствии проверок, административной практики. В 20 районах республики не проведены профилактические мероприятия по разъяснению действующего законодательства гражданам. Также допускались факты ненадлежащего рассмотрения обращений граждан по вопросам нарушения законодательства об ответственном обращении с животными, проверки по которым фактически не проводились. Проверяются как профильные организации, так и пункты передержки. Так, сегодня столичная прокуратура проверила пункт передержки животных по улице Чеченко в Якутске. Исполняющий обязанности прокурора столицы Дмитрий Тен осмотрел условия содержания собак. Сегодня в пункте находится более 1000 животных. Напомним, по иску прокуратуры. В конце прошлого года судом приняты меры по приостановлению их выпуска на улице города. На сегодня больше 1000 собак, можно сказать, 1400 на сегодня. Ну, каждый день приводят, да? Каждый день приводят от 5 до 10 собак в день. На сегодня утром уже привели 6 собак с Мархи и с Магана. В одном из вольеров с несколькими собаками замечено отсутствие будок. Собаки в вольере находятся без привязи, а ограда застелена сеном. В пункте объяснили, что вольер был построен совсем недавно, и работники еще не успели заколотить будки. Мы уже в данное время переполнены. Вот поэтому сразу строим новые вольеры. Но будок точно не хватает. Ну, делаем. Успеваем. Сейчас еще 3 вольера должны примерно закончить до конца января месяца. Сами же здесь строите, да? Да, строим сами же в данное время. Вместе с тем, по инициативе прокуратуры возбуждено 2 уголовных дела по ранее имевшимся фактам нападения собак на жителей города Якутска. Один из них касается обнаружения в районе агротехнологического университета трупа женщины с телесными повреждениями. Кроме того, прокуратура даст оценку данным о жестоком обращении с животными при их отлове. Ульяна Шагина, Артем Алексеев, Якутск. На прошлой неделе наш телеканал поведал историю жильцов аварийного дома по улице Свердлова. Там произошло обрушение потолка. Чудом никто не пострадал. Спустя некоторое время жильцы пострадавшей квартиры снова обратились в редакцию с просьбой о помощи. «Нас топят», сообщили они. Продолжит Саргалана Неустроева. Уже к концу этого года проживающие по данному адресу должны были праздновать долгожданное новоселье. И все бы ничего, но дом буквально начал трещать по швам. Последней каплей стало обрушение потолка в детской комнате первой квартиры. Не прошло и пару дней после случившегося, и вот снова происшествие. Трубу соседнего дома прорвало, и старое здание начало затапливать. По поводу образования наледей в связи с систематическими разливами сети канализации рядом стоящего жилого дома, управой было выдано предписание об устранении уборки наледей. Работа управляющей компании «Прометей» проведена.
Но это, что называется, мелочи. Семья, проживающая в пострадавшей квартире, наотрез отказалась от переселения в маневренный фонд. При этом, в отличие от последствий затопления, дыру в потолке залатать не удастся. Таковы итоги выездной комиссии округа, управляющей компании и представителей ДЖО. Установлено, что целесообразность проведения текущего ремонта по перекрытию отсутствует в связи с тем, что дом находится в республиканской адресной программе переселения жителей из аварийного фонда до 31 декабря 2022 года. Жильцам рекомендовано обратиться в Департамент жилищных отношений для принятия решения о расселении. Между тем, главными условиями, при которых семья Федяевых согласна переехать в маневренный фонд, супруги называют письменный документ о том, что их действительно переселят по программе к концу этого года, и они не застрянут во временном помещении фонда на долгое время. Мы отказались в связи с тем, что как можно быть 5 человек, жить и плюс мебель, это все нам перевозить. У меня нет таких денежных средств, чтобы куда-то что-то переезжать. Тем более школа у меня рядом. Должен от них документ быть, что точно на 100% нас в этом году расселят. И куда? По словам Марии Федяевой, на письменное обращение Департамент жилищных отношений не отвечает. И статус процесса переселения семьи никто назвать не может. На вопрос, точно ли Федяевы переедут к концу года, смогли ответить в Министерстве строительства республики. Городом Якутском этот объект включен в этап реализации 2021 года программы, и граждане будут полностью расселены до конца 2022 года. Этап реализации у нас длится 2 года. Контракты по обеспечению жильем данных граждан были заключены еще в 2021 году. Последний контракт заключен в октябре 2021 года. Объект, в котором приобретены жилые помещения, должен быть введен в эксплуатацию до конца 2022 года. История о том, как жильцам аварийных домов то и дело приходится справляться с различными происшествиями, постоянная новостная повестка Якутска. Особенность этого случая – в доме проживают одни пенсионеры, бывшие сотрудники УФСИН. Напомним, здание по улице Свердлова было признано аварийным уже около 10 лет назад. На сегодня здесь до сих пор проживают 3 квартиры. Саргалана Неустроева, Артем Алексеев, Якутск. В Якутске прошло расширенное оперативное совещание Северо-Восточного линейного управления Министерства внутренних дел России. В ходе мероприятия были подведены итоги оперативно-служебной деятельности за 2021 год. Так, раскрываемость преступлений за прошедший год составила 83,5%. На 12% увеличилось выявление преступлений по хищению чужого имущества, совершенных путем кражи. Отмечается снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах, на 43%. В целом, по итогам года наблюдается положительная динамика, правильная организация и высокие показатели в работе подчиненных линейных подразделений. Десятилетие празднует Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики. Ежедневно комитет осуществляет организацию и координацию мероприятий в области защиты населения и территории республики от чрезвычайных ситуаций. На круглосуточном дежурстве сегодня находится боевой расчет в количестве 491 человека и личного состава и 330 единиц пожарной техники. Общая штатная численность службы спасения составляет 196 единиц на 6 территориальных подразделениях. Проводится работа и по подготовке к паводковому и пожароопасному сезонам. Так планируется формирование нештатных групп по реагированию на тушение пожаров в количестве 35 групп. Это 285 человек из числа личного состава территориальных подразделений противопожарной службы республики. Мы сейчас реализуем проект наличия на территории республики воздушного судна у полярных авиалиний, который должен быть оборудован и быть готов к новому лесопожарному периоду, оборудованный искусственным вызыванием осадков. Заказчиком в этом проекте у нас будет выступать служба спасения, и 2 сотрудников уже в ближайшее время поступают и повысят свою квалификацию в этом направлении.
В якутском предприятии по торговле алмазами подразделении сбытового комплекса компании «Алроса» смонтировано и запущено в опытную эксплуатацию 3 новых аппарата АКБ – автоматы механизированной комплектации боксов. Это позволит компании повысить качество работы, ускорит ее процесс и сократит ручной труд. Якутское предприятие по торговле алмазами – одно из важных подразделений «Алроса». Ее задачей является не только сортировка, но и оценка алмазного сырья, предпродажная подготовка и реализация региональным ювелирным предприятиям. Все подробности далее. Акционерная компания «Алроса» в прошлом году отработала с рекордным объемом продаж. Были реализованы не только алмазы, добытые в течение года, но и накопленные за много лет стоки, не востребованные ранее на рынке. Кроме того, компания проводит постоянное обновление автоматизированной техники в своих филиалах, чтобы ускорить и улучшить качество работы. Среди них и якутское предприятие по торговле алмазами. Наш коллектив – это надежный, сплоченный коллектив профессионалов своего дела. Сложился он в течение долгих лет. Текучки у нас фактически нет. Но, тем не менее, новые кадры приходят. В последние годы идет обновление парка оборудования устаревшего и значительное поступление нового оборудования. Это касается автоматов сортировки по форме, цвету и качеству. Производство дочернего предприятия нашей компании – это предприятие «Буревестник» из Санкт-Петербурга. Передовые технологии, отличное качество, высокая производительность автоматов. Благодаря новому оборудованию процесс сортировки алмазов значительно ускорили. Сегодня предприятие обрабатывает в день в среднем 30 тысяч карат алмазного сырья. В основном сюда поступают алмазы, добытые в Нюрбинском улусе. Главный документ при сортировке природных алмазов – классификатор, в котором более 8 тысяч позиций, и одним из первых является разделение сырья по цвету. Светлая часть идет далее на сортировку по форме, а темная часть мы дальше отправляем на сортировку, на автомат по сортировке по качеству, где мы отделяем от темного сырья вот так называемый борт, который является чисто технологическим сырьем. Палитра алмазов невероятно богата. От бесцветного, прозрачного до желтого, коричневого, серого и даже черного. Крайне редко встречаются в природе розовые и голубые камни, самые дорогие по цене. Чтобы не ошибиться в порой невидимых непрофессиональному глазу оттенках, сырье даже после автоматов обязательно проверяют вручную. Качественный алмаз должен обладать самыми хорошими показателями, характеристиками. То есть он должен быть не дефектным, он должен быть хорошим по форме. Чем больше, естественно, лучше. И цвет у этого камня тоже должен быть первые цвета. Если особо крупные камни продаются поштучно, то большинство комплектуются для продажи в боксы, пакеты по несколько камней. Номенклатура драгоценного товара достаточно сложна. Покупателей у «Алроса» много, и процесс комплектации весьма непрост. Новые автоматы комплектации ускоряют эту работу. Новые автоматы поступили на предприятие в конце прошлого года и сейчас успешно проходят апробацию. Они не только ускорят весь технологический процесс, но и сократят ручной труд. Путь алмаза от добычи руды и до продажи огранщикам долог. Ранее этот процесс длился в среднем около 3 месяцев. Новое оборудование, новые подходы к организации всей производственной цепочки в бытовом комплексе «Алроса» позволили значительно сократить время технологического цикла. Обновлять свою технику предприятие продолжит и дальше. Так, в планах в 2022 году заменить устаревшие машины по сортировке самых мелких алмазов, а также автоматы сортировки крупных алмазов по весу. Ульяна Шагина, Джилус Накентьев, Якутск. В Айхале заработал медиацентр продвижения на базе Центра доп. Образования «Надежда». На проект «Алроса» выделила более 600 тысяч рублей. На эти деньги в центрах купили фотоаппарат с функцией видеосъемки и программы для монтажа. Вместе с Айхальским ГОКом медиацентр планирует снять ролик о каждой горнодобывающей профессии. Закупили ноутбуки, чтобы дети могли пройти профориентационный тест как дистанционно, так и очно. Напомню, продвижение еще 7 проектов. Победители конкурса социальных инициатив «Территория Алроса». Благодаря медиацентру школьники смогут поближе познакомиться с профессией. Какой именно – токаря, журналиста, геолога или музыканта – решит предварительное тестирование на сайте prostart.rf. В планах у медиацентра и Айхальского ГОКа организовать встречи детей с передовиками производства и позволить юному поколению поработать с ними. Кроме того, конечно же, будет определенное обучение. Прежде всего, благодаря нашим спонсорам и благодаря информационной поддержке ЦПК города Мирного «Алроса»,
которые обязуются провести обучение детей, выбравших горные специальности и специальности, связанные с деятельностью Акал-Роса, и они как раз проведут обучение по тем или иным профессиям. Участники традиционного экстремального забега «Полюс холода» этим утром выехали в Аймикон. На этот раз мероприятие приурочили к столетию образования Якутии и 80-летию трассы Алсиб. Любители физической активности пробегут основные трассы на 42 и 24 километра, где абсолютным победителям достанутся денежные призы. Призовой фонд составляет 300 тысяч рублей. Добавим, что третий зимний экстремальный марафонский пробег «Полюс холода» Аймикон – региональная площадка, направленная на выявление и поддержку профессиональных спортсменов, любителей бега в экстремальных условиях и брендирование полюса холода. В 1942 году начала работу перегоночная трасса Аляска-Сибирь. На фронт было направлено более 8 тысяч боевых самолетов и истребителей. Это не только для авиаторов Якутии, но и для всех жителей Республики Саха-Якутия очень знаменательная дата. Спасибо организаторам, что юбилейный наш Алсибовский год открываем таким экстремальным марафонским забегом. Хотелось бы участникам пожелать удачи и уверены, что и в дальнейшем мы будем проводить такие замечательные мероприятия. Якутский Чисхан вошел в пятерку самых известных новогодних персонажей России. По итогам 2021 года подросло медиаприсутствие тройки традиционных лидеров: Деда Мороза из Великого Устюга, Снегурочки из Костромы и Морозка, которого пытается заземлить у себя Нижегородская область. А вот другие региональные новогодние персонажи показали кратный рост своей популярности. Так, в прошлом году Почта России отправляла новогодние запросы не только в Вологодскую область главному Деду Морозу, но и Чисхану, Урал-Морозу, Ямалу-Ири, Кыш-Бабаю и другим. В Кемерово по итогам трехдневного визита Международного комитета игр «Дети Азии» состоялась рабочая встреча президента организации Владимира Максимова с первым заместителем губернатора, председателем правительства Кемеровской области Вячеславом Телегиным. Основной темой для обсуждения стали вопросы подготовки ко вторым зимним международным спортивным играм «Дети Азии». Кроме этого, стороны уделили особое внимание образовательному проекту по развитию зимних видов спорта. Уникальная программа, которая позволит юным спортсменам из Азии повысить спортивное мастерство перед играми, которые пройдут в Кузбассе. Стоит отметить, что проект поддержан Департаментом олимпийской солидарности. В результате его реализации Кузбасс станет центром подготовки по зимним видам спорта для стран Азии. За 95 лет существования поселка Чульман Нерюнгринского района здесь впервые появился боксерский ринг. Он был приобретен для местного клуба «Витязь», появившегося в поселении в прошлом году. Продолжит тему Екатерина Павлова. Чульманец Александр Литовченко спустя 10 лет проживания в Красноярске вернулся в родной поселок с идеей открыть здесь школу бокса. Глава поселения поддержал молодого человека, и на базе поселкового дома культуры «Юность» был выделен зал, инвентарь для тренировок и форма нового боксерского клуба «Витязь». А сегодня здесь появился новый ринг. Понятно, вообще ничего не было, абсолютно ничего не было, кроме желания прыгать, скакать и делать. Поэтому начиная с 21 года бюджет позволил поселению, мы начали заниматься. В конце года, по итогам года мы определились и купили для наших спортсменов, именно для боксеров, такой прекрасный, практически профессиональный ринг. Поэтому это сегодня такое направление, которое мы будем поддерживать, потому что есть лидер, есть человек, который будет это все вести. Тренер Александр Литовченко – пример для своих воспитанников. Сам мужчина занимается боксом более 20 лет, выполнил норматив мастер спорта, регулярно участвует в чемпионатах, показывая достойные результаты. Благодаря такой увлеченности тренера группы желающих заниматься боксом были набраны в короткий срок. Сегодня в клубе занимаются 4 разновозрастных группы, более 50 человек. От нового ринга мы ждем повышения спортивного мастерства у ребят, потому что они будут чувствовать ринг. Это удобно для соревнований, конечно. Далее от ринга мы ждем того, что будем проводить здесь матчевые встречи, соревнования можно провести. Чем больше будут проходить у нас мероприятий, тем больше будут знать о боксе, и люди будут приходить в здоровый образ жизни. Бокс объединяет.
Пока ребята ожидали свой первый боксерский ринг, они продолжали тренироваться и участвовать в соревнованиях. В этом году уже запланированы выездные соревнования для обмена опытом и проведение соревнований на базе клуба «Витязь». Чульман всегда отличался характерными бойцами, которые всегда проявляли свою силу и характер на ринге. Так что, ребята, я вам желаю всего самого наилучшего. Ну и небольшой подарок. Как говорится, с пустыми руками я бы не пришел, от федерации перчатки. Александр. Новый боксерский ринг – это только начало. Впереди у Чульмана большие планы по развитию спорта и не только бокса. Речь идет о реставрации стадиона и открытии большого физкультурно-оздоровительного корта с развитием новых спортивных направлений. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. И в завершении выпуска о погоде. По данным управления гидрометеослужбы, в Якутске в ближайшие сутки ветер восточный от 1 до 3 метров в секунду. Ночью без существенных осадков, туман, днем небольшой снег. Температура воздуха ближайшей ночью минус 40-42 градуса, днем завтра минус 31-33. Что ж, такими мы увидели итоги сегодняшнего дня. На этом я с вами прощаюсь и до встречи в эфире.